Как хорошо. Проснулся, принял душ. Ребят уже нет, куда-то ушли. Принял душ. Сейчас соберусь и пойду гулять в город. Посмотрим, что здесь есть. Вот зашел пообедать. Эти лапши. Питаться здесь в Азии, я уже повторяюсь, намного лучше, нежели у нас. По цене дешевле. Вот это вышло в 35. То есть меньше 100 рублей чуть-чуть. Но порции несоизмеримые. Тут много бульона, много лапши, чем у нас. У нас за 100 рублей в кафешке не покушаешь. Дадут маленькие порции. У меня кот больше есть, у меня у кота больше миска. А здесь большие порции, хорошие. Я сейчас вышел на улицу, посмотрел, и что-то я расхотел ходить пешком. Во-первых, нет тротуаров, много мотоциклов, очень опасно ходить пешком. Лучше попозже выйду на велосипеде. Еще жарко сейчас, полдень. Полежу дома, подготовлю серию еще одну. И прокачусь на велике. И заеду в пару магазинов, веломагазинов. У меня сломалась подножка. Нужно будет найти. Смотрите, прикол. Сколько воды вытекает оттуда. Ужас, сколько вытекло. Это все из вилки. Столько воды туда попадает. Решил заняться тормозами. У меня есть колодочки. Еще где их? Еще в Китае покупал. Сейчас поставлю, а то здесь с плохими тормозами лучше не ездить. Поставлю, еще надо будет колодки приобрести. Сейчас откручу все. Я один на велосипеде нарисовал. Бывает 5. Отлично сегодня погонял, принял душ, сейчас сходил вот в магазин, взял макарон, обычных классических каких-то итальянских, я таких давно не видел, хочу сварить макаронов и сосисок, взял тоже, посмотрим, что за сосиски здесь у них во Вьетнаме, обычные макароны, сосиски сварю,
Соскучился я по нему. Благо есть кухня. Ребята все на занятиях, там урок проводят английского. Сейчас сидим за чаем, обсуждаем с вьетнамскими девчонками историю Вьетнама. Да, Арслан? И вот, так что вьетнамскому народу большой респект. Большой респект. Много войн они выиграли. Все-таки не подались интервентам. Молодцы. На кухне общаюсь со всеми, с девчонками вьетнамскими. Что-то я заметил, китайцев вообще не любят во Вьетнаме. Кого не спросишь, не любят. Да, Арслан? Утро проснулся. Сейчас вон будем завтракать, обедать. Прекрасная девушка Минь. Пообедаю и пойду в город. Сегодня, наверное, зайду в какой-нибудь музей, посмотрю. Пешочком прогуляюсь. Ну все, вышел погулять. Сейчас иду в музей. Музей этнологии. Вот. А здесь ремонт велосипедов сразу. Вот сидят такие. Какой-то злой он, черт. Не нравится ему велосипеды чинить, видимо. Такой вот. Вот здесь парк. Вход стоит 2 драна. Блин, забыл, как у них валюта называется. Не дирхамы. Все из башки у меня вылетает. Стоит, короче, примерно меньше 10 рублей. Но я деньги все равно пожалел. Что-то я ханжа такой. Решил пойти по этому тротуару. Ну что, рядом. Иду также в музей. Жара вообще невозможная. Духота. Иду мореный, вареный. Вообще голова не соображает. Еще не выспался тоже. По привычке городской. Все, я в музее. Музей геологии. Вход здесь оказывается бесплатный. Заполняешь там маленькую анкету и гуляешь. Вообще отлично. Ну, буду смотреть, если что, снимать. Но для фото. Да, здесь много экспонатов. Снимать здесь нельзя, говорит. Вот сейчас на 2-й этаж поднялся. Геологам здесь рай просто. Я не геолог. Для меня это сложновато немножко. Интересно, но очень такая многоемкая наука. Это геология. Много нужно знать, запоминать. Здесь и минеральные воды, геотермальный источник, из геотермальных источников. Вот и 3-й этаж. Без дедушки Хошимина здесь тоже никуда. Везде должны быть уголки, посвященные ему. Классный музей. Геологам здесь обязательно нужно побывать. Много экспонатов. Я говорю, просто я немного понимаю.
Не успел выйти из геологического музея, наткнулся на музей вьетнамской истории. Билет стоит 15 тысяч донг, это 50 рублей, короче, вот взял билет. Тут много иностранцев ходит, он на автобусе приезжают. Ну что, пойдем смотреть. Фоткать, наверное, тут тем более нельзя, не знаю. Не люблю я это правило, то, что нельзя фоткать, я его вообще не понимаю. По-моему, музей от этого хуже становится, если нельзя фоткать. Самые главные экспонаты в музеях для меня это всегда карты. Самое интересное, что смотреть. Начинаем с доисторических времен. Хорошо с вентиляторами. Не жарко. Вот на пляже, где я отдыхал, в Халонге, там, оказывается, была крупная битва между монголами и вот давьетами, вьетнамцами. Вьетнамцы разбили монголов, подожгли все их корабли, забросали огнем. Вот монголы ведь молодцы какие были, а? Везде успевали. Это вот как раз останки этих кораблей. Жжёная древесина. И вот их на пляже находили. Как видно по фотографии. Здорово. Вышел из музея, вышел в этот кипиш дорожный. Сейчас буду просто гулять по городу, смотреть, что найду. Может, веломагазин найду. Я же без этого жить не могу никак. Здесь какой-то остров. Сейчас пойдем посмотрим, глянем. Тоже достопримечательность какая-то знаменитая. Информации только точно я не знаю пока. Иностранцев туча, короче. Я столько белых давно не видел в одном месте. Концентрация здесь. Вот французы здесь. Ну, вьетнамки красивые. Ох, здесь здорово. Ветер дует, людей много, иностранцев фоткаются. Завтра уже, наверное, поеду дальше, в горы, на Лаос, потом опять на Южный Вьетнам. Но до 30-го мне с Вьетнама точно надо выехать. Я посчитал, с Ханоя
Из Ханоя примерно 450 километров до границы с Лаосом. Ну, успею нормально. Столько европеоидов за раз я еще не видел, как сегодня. Вот они, футболеры тут. Нашел тут велозабегаловку такую, ремонтную. Да, да. А я снимаю просто велозабегаловку. Тут целых 4 выбора тех покрышек, которые мне надо. Диаметром 700 на 40. Вот тут. И все кендовские. Ну, в принципе, хорошие. Я вот думаю сейчас взять одну заднюю. Поставить. Я тут Bond Ranger нашел покрышку. Только дешево она отдавать ее не хочет. Слишком дорого. Я бы ее взял, она такая сликовая, хорошая. Взял в эту кендовскую. Ее поставлю назад. Не, вообще доволен, что взял. Вышла она мне в 200. Опять забыл. Дирам, как они там? Донги. Все, вот надо запомнить. Донг. 200 донг. А он тебе Bond Ranger, она за... Она как... О, какие собаки. Да, нормально. Она хотела за 200 отдать, короче. Ой, за 200, говорю, что 380, то есть в 2 раза дороже. Ну, Bond Ranger, конечно, это совсем другой уровень, нежели Кенда. Она это понимает. Но они офигенные должны были быть. Ну, взял Кенда, дай бог, прослужит долго. Сейчас приду, поставлю. Фух, капец. Устал я сегодня. Принял душ, короче. Буду спать, завтра буду собираться. Колесо ставить. Сегодня я ничего не хочу делать. Сегодня тут прибавление англоязычных студентов, изучающих, точнее, английский. Девушки тут. Ну, это так все. Обстановка хорошая, ребята нормальные. Даже неохота прощаться. Ну, как всегда, жизнь моя такая пока, дорожная. Встречи, расставания. Мне много времени не нужно, чтобы привыкнуть к людям. День-два, и все, они уже как родные становятся. А если больше, то это вообще уже братья, сестры. Все, сейчас отдыхать. До завтра. Погода, кстати, хорошая стала сейчас. Попрохладнее немножко. Как раз то, что мне нужно.